Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы с вами будем печь очень вкусный татарский яблочный пирог. Для этого нам понадобится. Сначала будем ставить тесто. Для этого наливаем 250 мл теплого молока. Добавляем пол чайной ложки соли, столовую ложку сахара, 15 грамм сырых дрожжей, а если то сухие, то в 3 раза меньше. И все хорошенечко размешиваем до растворения дрожжей. Постепенно добавляем муку и замешиваем мягкое тесто. Сколько уйдет муки, я потом вам напишу. У меня обычно уходит 380 грамм муки. Вы уж там ориентируйтесь по своей муке. Но тесто должно быть мягкое. Сейчас добавляем еще 50 мл растительного масла. Все хорошенечко размешиваем. И замешиваем наше тесто. Вот такое вот очень мягкое тесто я замесила. В этот раз у меня ушло 400 грамм муки. Но у вас может уйти больше или меньше. Сейчас тесто накроем и поставим в теплое место на расстойку примерно на 1 час. Пока тесто поднимается, займемся начинкой. Для начинки нам понадобится, как я уже говорила, яблоки, раз у нас яблочный пирог. Яблоки у меня свои, мягкие, сладкие, очень вкусные яблоки. Яблоки нарезаем дольками. Сердцевину все убираем, вот так вот очищаем и вот так вот нарезаем яблоки дольками. Но если вы будете покупать в магазине яблоки, могут попасться жесткие, и они могут не пропечься. Для этого можно яблоки тушить перед тем, как делать пирог. Там надо будет где-то пару столовых ложек сливочного масла, 2-3 ложки сахара. Все это положить в сковородку, растопить, положить туда яблоки и потушить их до мягкости. Тогда пирог будет очень-очень вкусный и мягкий. Вот так вот нарезаем яблоки. Сколько яблок уйдет, я вам тоже потом напишу. Все ненужные отрезаем. Яблоки у меня не такие красивые, как в магазине, но зато они натуральные и очень вкусные. Вот так вот нарезаем яблоки для начинки. Наше тесто подошло. Смотрите, какое оно пышное получилось. Положим ее на доску. Очень мягкое, пушистое тесто. Сейчас делим ее на 2 части, на большую и на маленькую. Маленькая — это у нас будет верхняя часть пирога. Такие делаем кружочки. Большую, маленькую. Накроем пленкой.
И оставим подниматься еще минут на 15. Наши колобки поднялись. Сейчас будем раскатывать их. Вначале будем раскатывать нижнюю часть. Тесто я раскатала. Толщина теста примерно 5 мм. Диаметр сковородки 34 см. Сковородку я помазала растительным маслом. Сейчас будем наше тесто укладывать на сковородку. Будем делать бортики. Тесто очень мягкое, прям аж приклеивается даже. Будем делать небольшие бортики. И будем раскладывать наши яблоки. У меня здесь 550 грамм яблок. 550-600 грамм яблок примерно уходит на один пирог. Вот так вот аккуратненько раскладываем яблоки по кругу. Яблоки вот я разложила так по кругу. Сейчас будем посыпать сахаром. Сахар надо класть столько, если яблоки у вас сладкие, то достаточно 2 столовых ложек. Если яблоки кислые, то нужно 3 столовые ложки. Ну, я думаю, что мне 2 столовые ложки будет достаточно. Посыпаем сахаром яблоки. Кладем кусочки сливочного масла. И будем раскатывать верхнюю часть теста. Сейчас будем закрывать наш пирог. Так вот края закрепляем. Край пирога обрабатываем косичкой. Это я уже много раз показывала. Если кому интересно, посмотрите еще раз, поучитесь, кто не умеет. Это делается очень-очень легко. В центре пирога сделаем небольшую дырочку. Это для того, чтобы у нас не поднималась крышка, когда пирог будет печься. Накроем пленкой и оставим на столе подниматься еще минут на 20. Пока наш пирог немножко поднимается, будем делать штрезель. Для этого нам понадобится 2 столовые ложки муки, столовая ложка сахара и столовая ложка растительного масла. Кто хочет, может делать со сливочным. И делаем вот такую вот крошку.
такая вот крошка получается. Пирог смажем желтком с молоком, для того, чтобы он получился красивый, блестящий. Посыпаем штрезелем. Печем при температуре 180 градусов где-то 30-35 минут, пока не зарумянится. Наш пирог готов. Смотрите, какой он получился красивый, очень-очень мягкий, аппетитный. Сейчас попробуем его разрезать. Очень мягкий. Тесто воздушное. Вот смотрите, какой пирог получился. Очень вкусный, сладкий, очень аппетитный. Попробуйте вы тоже приготовить такой пирог. Я думаю, что вам понравится. И не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии. До свидания. Большое всем спасибо.